Здравствуйте, в эфире передача «Авторивьера». В нашей рубрике «Гость за рулем» сегодня Олег Лакоба, профессиональный водитель со стажем 47 лет. Этот человек за рулем. Олег, у вас за спиной большой водительский стаж. У вас все категории открыты, начиная от А и вот до конца все категории. Мы, конечно, будем беседовать с вами и о вашей водительской истории. Особый интерес у нас к вашим ретро-автомобилям. Вот откуда у вас эта тяга к этим автомобилям и как все началось? Начнем с ГАЗ-69. Эта машина отцовская. Отец ее приобрел в 1975 году. Я имел другую машину в ГАЗе. После смерти отца эта машина стояла дома почти 10 лет. Потом я избавился от той машины, от своей, и подремонтировал эту машину, и вот до сих пор она у меня. А вторая машина, я любитель этой 21-й «Волги». Достал кузов, вернее, этот кузов мне дал двоюродный брат. Он имел свою машину, он приехал с Ленинграда на ней сюда, сделали аварию. Он достал кузов, но не решился собрать ее. Они хотели сдать это все металлолом. И я забрал эту машину и постепенно 3 года собирал, доставал детали и собрал эту машину. Ну, сейчас мы будем снимать, и вы нам более подробно и детально расскажете о каждой из них. И мы проедемся и посмотрим, какие ходовые качества у этих автомобилей. Пожалуйста, смотрите сейчас машину и по ходовой тоже проедем, посмотрите, убедитесь. Спасибо, начнем. Здесь у вас все родное. Здесь не все родное. Коробка стоит УАЗовская и раздатка. Остальное все родное. Ясно. Я вижу шумоизоляция у вас под кузовом. Ну, любитель, чтобы все было плотно. Меньше шума. Меньше шума. И салон, наверное, не так греется, потому что эти машины шумоизолятор. Да, грешат тем, что летом ты ездишь и все тепло идет в салон. Да? Да. И летом нормально, и не жарко, и зимой не холодно. Это вот она 10 лет стояла, это пришлось на ней, значит, поменять, ну, практически все, наверное, да? Ну что, все. Единственный двигатель. Поршневую группу всю новую заменил, потому что она стояла, там уже кольца осели. Здесь вот тормозная система гидравлическая, да? Вот это? Нет, здесь я тоже приспособил вакуум. Вакуум. Да, это моя работа. Все усовершенствовано. Вот эти никеля, все это для красоты, чтобы это все сам делал. Ну, фары родные. Фары родные, да, все это его родное. Сегодня уже такие крылья не делают, это вот старые машины. Да. Здесь полный привод работает, да, сейчас? Да, передок все работает. То есть и раздатка работает? И раздатка, вся машина полностью. Ясно, то есть соответствует всем своим заводским передок, да, все работает. параметрам. Ну, сейчас вот благодаря этому джипингу очень многие стали реставрировать, сохранили эти машины, собирают поднимают, и содержат в хорошем состоянии. Да? В очень хорошем состоянии, да. Ну, посмотрим салон. Вы сделали по своему вкусу. На свой лад уже сделал, переделал салон, торпеду поставил рафовскую. Видите, как она. Ну, сиденья комфортабельные, мягкие, в отличие от их родных. Ну да, родные, это же военная машина считается. Там лавочки даже вот сзади, да, по-моему, да, были? сзади с 2 сторон лавочки были. Ну, тем не менее, она вот сохранила свой, так можно сказать, первоизданный вид, кроме вот сидений тут. То есть раздатка, включение заднего, переднего моста, все вот это вот, все у вас все функционирует. Работаете, да? Да, на экскурсию вожу. По труднодоступным местам, да? Да. Ну, для лета
эта машина, конечно, хорошая. Здесь хорошо проветривается. Вот. Бездорожье ей тоже нипочем. Все у вас работает, полный привод. Раньше был бензин 76-й, сейчас 92-й, наверное, да, заливает? 92-й, да. Наверное, нету места, где эта машина не бывала, да? Вот. Основные маршруты: Гекский водопад, Рица, Альпийские луга, перевал Пыв. Вот в Кварчеле мы тоже бываем на ней. Да, она и по России тоже покаталась. И от УАЗика вот, сильно отличается эта машина по проходимости или вот, если сравнивать? Знаете, ходовая часть, что у УАЗика, и здесь все В принципе, одинаково. одно и то же, да? Одно и то же, да. Ну, очень крутой склон, да еще с ямой. Проедет ли? Она везде проедет. Все равно будет наискось там. Ну, еще раз поедем. Еще раз. Вот нормально. Там бугор большой. Слишком большой бугор, видимо. Сейчас очень многие покупают машину специально для таких целей, чтобы да, просто чтобы- по бездорожью покататься, получить удовольствие. Но это очень глубокий овраг. Очень. Вообще, самая хорошая проходимость, вот когда ее родная раздатка стоит, родная ее, она не быстроходная проходимость, у нее лучше, чем вот эти УАЗики. Ну, адреналин свой получили мы сейчас по этим ямам, кочкам, что давно не приходилось делать. А здесь стоит УАЗиковская. УАЗик. Его родная раздатка не быстроходная, Ну да, да. она медленная, но проходимость имеет изумительную. Ну, мы прокатились на ГАЗ-69 и увидели все ее достоинства, все ее хорошие стороны. А теперь перейдем к следующей легенде. ГАЗ-21М. Еще раз напомните, с какого года она вот у вас, год Это- выпуска? Эта машина 64-го.
64 года. года. выпуска. Да. Состояние кузова какое? Собрал, все отлично. То есть вы ее собирали вообще с нуля, да? Вот? Все полностью эту машину с нуля собирал. Доставал детали. В общей сложности 3 года собирал эту машину. То есть был голый кузов. Абсолютно голый был. А все вот эти хромированные части, вот эти вот облицовка, все вот... Помогали, племянники давали, доставали, двоюродный брат. В основном двоюродный брат, он свою машину разбил, с Ленинграда приехал. Вот с той машины кое-что никеля остались мне. Ну, чтобы собирать такую машину, чтобы вот это должно быть очень сильное желание, какая-то любовь к этим машинам. Ну да, это начиналось очень трудно. Я не думал, что я так выдержу собрать ее. Ну, когда взялся, уже увлекся. Ну, если вас просят продать эту машину, наверняка просят, да, вот как Ну, вы... есть желающие, скрывать не будем, но эту машину я не продаю. Сложно оторвать от себя эту машину уже. Конечно, это моя любовь. Давайте заглянем под капот, в ее сердце. Пожалуйста. Когда заглядываешь вот в автомобили старые, вот тех годов 60-х, 70-х, много пространства пустого. Нет, наоборот, мне кажется, здесь пространство. Ну, сейчас вот Конечно. современные машины, когда открываешь капот, там все как бы всё, заполнено, все это да, пространство, закрыто. нет пустого места. Хороший сигнал у вас стоит. Здесь единственное, что я добавил, вакуум поставил. А, у вас Тормозной. вакуумные тормоза. Да. А так все родное, да? Все родное. Вы утеплили, поставили. Это как бесшумка. Очень аккуратно сделана даже вот эта теплошумоизоляция. Очень аккуратно. И чистая, вот все детали, подкапотное пространство. Очень видно, что человек ухаживает, любит свою машину. Ну, заглянем и в багажник. Пожалуйста. Насколько он вместительный. Сейчас мы будем беседовать с Олегом о его водительском прошлом. Он поделится своим большим опытом. Заодно мы прокатимся на этой машине, получим удовольствие и по достоинству ее оценим. Поехали! Выехали сразу пост ГАИ. Кстати, его же хотели закрыть, но там почему-то... Здесь закрыли на второй день, здесь такая авария была прямо на перекрестке. Все-таки нужны они, да? Нужны, конечно, вот прямо здесь. В общем, вы, получается, свою трудовую деятельность в каком году начали? В 71-м, да, по-моему, вашу трудовую сейчас смотрели? Да, с 71 года. С первой категории право управлением на мотоцикле, да? Да. Потом перешел Это вы работали даже на нем, да? на ведомственной охране работал. Устроился я потом водителем Пицунскую автобазу на ЗИЛ-130 получил. Ездил в командировки по России, в Грузию, в Армению. В 80-м году ушел, устроился на автобус экскурсионный. Сухомский турист. То есть вы так попутно сдавали категории за категорией и... Вот на экскурсионном автобусе работал. Началась война. На этом вся наша карьера
карьера закончилась. Ну, на автомобиле ГАЗ-69 вы возите на экскурсии отдыхающих. Ну вот, им нравятся наши туристические маршруты, куда вы их возите? Да, это... Они довольны. А у нас достопримечательность, очень красивые места есть. Вот поднимаешься на Пыв, они вообще... Пыв это Завод Харе. Да, эта дорога ведет, где русские староверы живут. Поселок Псху. Что касается безопасности на джипинге, конечно, вот чисто внешне кажется, что это очень даже опасно, но если посмотреть и заглянуть вот в прошлое, в историю джипинга в Абхазии, не припоминается каких-то происшествий. Не, у нас такого не слышало, чтобы в джипинге что-то получилось. И турфирмы настолько тщательно отбирают водителей, они же тоже не заинтересованы, Да. чтобы что-то произошло. Вроде все хорошо. Даже вот и такую машину не уважают. В лоб летит. У нас шумахеров много. Как вы считаете, вот то, что сейчас уже где-то 1,5 года начали устанавливать камеры на дорогах, их будет больше. Это как-то поможет в борьбе с, по безопасности дорожного движения? Где-то это, конечно, и правильно. У нас вот за эту скорость очень много погибает молодежи. А у нас, в принципе, этих скоростных трасс нету, чтобы так Да, у нас от души 90. отвезти. Да. У нас в любое время можно на дороге появиться и лошадь, и корова, все что угодно Да. сюда можно. Огромное количество животных. В ночное время это гораздо еще опаснее. Ну, такие машины, как ваша, украшают. Больше бы ретро-автомобилей. Вот как-то мы были в Швеции с нашими футболистами на чемпионате мира. И там я заметил, что по вечерам очень многие выезжают на вот этих ретро-автомобилях. Там в основном американские сейчас вот у них в почете. Вот, сделал я тоже там такую зарисовочку. Но вы на этой машине только ездите там вот, на выход, скорее. Эта машина, просто выезжаю покататься, покатать. А желающих много. Грузы вы на ней не возите, эта Нет. машина счастливая. А, это не для У нее грузов. хорошая судьба. Вот мы доехали до Афона. Машина очень комфортная, очень комфортабельная, хорошо идет. Но это одно, а если вы хотите почувствовать машину, вот садитесь за руль и проедете, вы получите удовольствие. Спасибо огромное. Я с детства Пожалуйста. не сидел на таком автомобиле. С удовольствием Всегда пожалуйста. делаем. Спасибо. Да, тут надо давить на все педали как следует. Переключаюсь на третью. Со второй прекрасно трогается. Вы, наверное, первой не пользуетесь практически. Только, наверное, на очень там крутом подъеме. Да, ощущения на таком автомобиле совсем иные. Потому что у современных машин там гидроусилитель, там тормоза настолько не прочувствуешь. Здесь каждую педаль прочувствовать можно. Можно сказать, за минуту я уже привык к нему. Сейчас включим вторую скорость. Ничего, получается, переключаюсь. С таким переключением скоростей езжу впервые на руле, чтобы была
был переключатель, чтобы на руле впервые. Для первого раза, можно сказать, сдал. В любой машине сразу не привыкнешь. Километр два уже все. Да. Ну, этого мало, но хотя бы для, вот, чтобы ее прочувствовать чуть-чуть. Вот, до Ракушки доедем. И я вполне доволен. Так что у кого есть возможность, у кого есть старые автомобили, приводите их в порядок, не пожалеете. Гостем нашей передачи сегодня был Олег Лакоба. Спасибо ему огромное за то, что он нам уделил столько времени.